В историческом парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие иммерсивной выставки «Просвещение. Большие перемены». На открытии присутствовали приглашенные гости, заместитель министра науки и образования Республики Иннокентий Анатольевич Афанасьев и начальник управления образования города Якутска Мария Петровна Петрова. В общем-то скажу, что эта выставка демонстрирует движение от прошлого к будущему нашей системы образования. Я думаю, что эту выставку будет интересно посетить и ребятам, и их родителям, и учителям. Здесь вы увидите, какими были раньше наши школы, какими сложными и трудными были 90-е годы, и как сейчас совершенствуется наша система образования, и как реализуются национальные проекты по всей нашей стране. После торжественной части были проведены экскурсии, на которые посетители смогли ознакомиться с иммерсивной выставкой «Просвещение. Большие перемены». Очень интересная выставка, которая показывает достоверно и обширно период истории образования России с 80-х годов и до наших дней. Это были переломные моменты для образования, и мы сейчас окунулись и в свое детство, и в свою юность, и во взрослую жизнь нашу, и действительно очень хорошо отображается и условия, в которых учились, и те тенденции, те ветра, которые шли в целом в обществе в отношении образования. И тем не менее мы видим, что общий конвой всегда было и есть, и я думаю, что и будет, это внимание государства к образованию, потому что образование – это одна из главных наших ценностей. И отрадно, что именно у нас в России образование является и бесплатным, и доступным, и качественным. И эта тенденция сохраняется. И, конечно, проделан огромнейший путь от того, что в классе стояла только парта, стул стоял и висела доска. Сейчас очень насыщенная образовательная среда. Для учителей много интересных возможностей заинтересовать детей. Ну а дети сейчас, получается, что могут получить информацию из различных источников. Но мы видим, что главным действующим лицом был, есть и будет учитель. И нам очень важно, чтобы наши учителя и, конечно же, наши дети знали о том, как образование развивается, меняется, но при этом вместе с образованием развивается и само общество, экономика. Поэтому тот, кто дорожит образованием, кто ценит образование, тот всегда будет успешным, на коне и счастливым человеком. Данная выставка мне очень понравилась на самом деле, потому что я окунулась и в детство, и в юность, и в студенчество, и в свое настоящее профессиональное, то, чем я занимаюсь. На самом деле очень круто, что делают такие выставки, потому что это интересно не только нам, людям, которые занимаются образованием, но и сегодня на выставке пришла моя дочь, которая тоже узнала очень интересные вещи, именно откуда появилось образование, какие были изменения в этом, как реагировали дети, какие были трудности, особенно в перестройку, что поменялось с этого времени. То есть выставка действительно очень интересная, я думаю, очень полезна как раз для детей в первую очередь, чтобы посмотреть, как было и как становится сейчас. И это очень здорово. Мне выставка очень сильно понравилась. О будущем, о прошлом образовании. И тут есть очень много интересного. Например, как тесты, показатель будущего и о твоей профессии. Хотел бы всем посоветовать тут побывать. Насчет выставки я могу сказать только положительные эмоции, потому что это, правда, очень интересно окунуться в советское, постсоветское время, то, как жили люди, узнать. Лично для меня, подростка 21 века, это крайне было интересно. Мне кажется, данную выставку нужно популяризировать, чтобы как можно больше подростков, детей узнали о том, что было в то время, что нас может быть ждать в будущем, потому что все наше будущее будет только в наших руках. На втором этаже исторического парка также открылась выставка, посвященная истории образования, предоставленной Музеем истории 26-й школы.
в рамках открывшейся выставки «Просвещение. Большие перемены» мы открыли вот небольшой вот такой экспонаты, вот, да, наши экспонаты, которые с нашего школьного музея, школы номер 26, которые посвящены вот именно атрибутике вот, просвещения, образования советского периода времени. Самые старые экспонаты, наверное, даже вот еще с 1950-х, 60-х годов. Ну, как вы видите, здесь представлены учебники, дневники, тетради школьников, да, портфели, школьная форма, пионерские барабаны, горн, ну и так далее, галстуки. Вот. Очень, вот нынешним школьникам, конечно, будет очень интересно посмотреть, как же учились их бабушки и дедушки. Иммерсивная выставка «Просвещение. Большие перемены» и экспозиция «История образования» продлятся до 10 марта.